принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Какова на сегодняшний день эпидобстановка в республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарная эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной и характеризуется 84 новыми случаями выявленной коронавирусной инфекции на территории в целом республики. В городе Якутске, в столице нашей республики, выявлено 54 новых случая. 5 случаев идет увеличение количества выявленных случаев в Амгинском улусе. Обращаю внимание, оперативный штаб и, соответственно, те, кто жители сегодня Амгинского улуса, и те, кто выезжает в Амгинский улус, в том числе и на отдых, о том, что от ваших действий, от того, каким образом вы беспокоитесь о здоровье тех, кто живет у нас в районе, в том числе в Амгинском, зависит в целом санитарная эпидемиологическая ситуация. В Алданском улусе 4 случая, в Вилюйском, Мирнинском, Нюрингринском, Усть-Алданском, Вено-Бытантайском по 3 случая. Особое внимание хочу обратить здесь на Вено-Бытантайский улус. Оно прежде всего обращает внимание, потому что количество заболевших, которое у нас появилось в Вено-Бытантае неделю назад, к сожалению, дает новые контакты, в связи с чем необходимо еще раз усилить работу по соблюдению требований на территории Вено-Бытантайского улуса. По 2 случая, достаточно давно не было случаев в этих улусах, тем не менее по 2 случая у нас выявлено в Сынамском, Хангаласском и Чурапчинском улусах. В целом за неделю в республике выявлено 17 улусов, свободных от ковида своего рода, можно назвать так, где за неделю у них не было в 17 улусах выявлено ни одного нового случая. За сутки лабораториями управления Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения проведено 1288 исследований. Вообще количество в целом исследований на новую коронавирусную инфекцию составляет 1 182 534 теста. Ни одна из лабораторий в республике не закрыта, а также северные районы продолжают работать методом ИПХ и ИХ, и, соответственно, выявляются соответствующие случаи. На какие моменты сегодня бы я хотела обратить внимание, это на сложную ситуацию в Горном улусе. На настоящий момент за неделю достаточно большое количество заболевших тяжелых поступает из Горного улуса. И в связи с чем еще раз обращаюсь к жителям Горного улуса, призываю их прийти на вакцинацию. Это прежде всего и обращаться при возникновении первых недомоганий с признаками ОРВИ, соответственно, в центральную районную больницу Бердыгистяха или в учреждение здравоохранения на местах. Никакие иные какие-то условия или подождать, что это пройдет, или это обычное ОРВИ, не имеет смысла, значит, на это надеяться. Просто-напросто поставьте в известность, исключите ковид, и я думаю, что для всех будет ситуация, значит, достаточно проще сегодня решаться и легче. Прежде всего, это здоровье ваших родственников и вас самих. Достаточно сложно сегодня оценивается ситуация с нашей позиции относительно беременных женщин. Сегодня оперативный штаб утром по анализу недели очень четко определяет, что у нас есть тенденция к увеличению количества беременных, которые поступают в наш перинатальный центр республиканский, соответственно, с тяжелыми уже случаями, в связи с чем я призываю членов семьи беременных женщин, соответственно, их окружение, а также работодателей, у которых работают беременные, принять все меры для того, чтобы была осуществлена вакцинация, для того, чтобы сохранить не только мамочку, но и будущего ребенка. На 28 июня 2021 года в республику поступило 220 717 доз. Как и говорила я на прошлых брифингах, на прошлой неделе республика переступила порог. Больше 200 тысяч человек у нас вакцинировано первой дозой, 201 145 человек. В целом использована вакцина 96% от общего объема вакцины, поступившей в республику Саха-Якутия. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в пятницу был подписан указ главы Республики Саха-Якутия о снятии ограничений с 1 июля с работы ряда организаций, в которых будет произведена полная вакцинация работников и, соответственно, услуги будут оказываться только вакцинированным
посетителям. В связи с чем на настоящий момент учреждения здравоохранения готовы, обслужить все выезды, необходимые для того, чтобы провакцинировать работников общепита. И, соответственно, Министерство предпринимательства совместно с Министерством инноваций подготовить непосредственно эти учреждения, организации, прежде всего общепита, к работе по вхождению в организации посредством QR-кода, который выдается после того, как человек прошел вакцинацию. В связи с этим обращаем внимание на то, что снятие ограничений будет касаться как времени работы, так и тех ограничений, которые установлены в части использования различного рода микшерских пультов, музыкальных программ и все, что связано, соответственно, с позициями, которые мы были вынуждены поставить в целях того, чтобы не допускать большого скопления народа в этих учреждениях. Кроме того, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в республике продолжает отмечаться рост летальности от новой коронавирусной инфекции. Мы теряем наших жителей, несмотря на все усилия врачей. В связи с этим я еще раз обращаюсь ко всем жителям. У нас единственный способ сохраниться – это только вакцинация. Учреждения здравоохранения готовы вас провакцинировать. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы переходим к выпуску новостей. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. В Тамбонском районе с начала пандемии ковидом переболели более 500 человек. Продолжаются рейды по торговым точкам. Стартовал прием документов в Центральном